Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашука. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы нашае абмеркаванне з нашим гостем, дырэктарам праграм па Расіі, Усходняй Еўропе і Еўразіі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзем Мошасам. Добрый день, спадар Аркадий. Добрый день. Нагодай для того, что я вас заўчасна попрасіў долучыцца до нашага эфира, хоць мы з вами дамаўляліся про пэўную такую регулярнасць, але гэта інфармацыя, якая пайшла от Reuters, са слоў нібыта Ціхановска, яны перадалі про тое, что працэс перамоўны паміж Вашынгтонам і Мінскам, а адпаведна і вызваленне палітвязняў пастаўленыя на паузу, адкладзеныя на пэўны час, на некаторы час. Вось такая была формулировка. Пазней выйшаў со сваім тлумачэннем дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзеніс Кучынскі, сказаўшы, што не так зразумелі, размова шла раней і про тое, что трошку затрымліваецца прыезд Коўла ў Мінск, хоць усе чакалі яго там на у сярэдзіне дзе-небудзь мая. У свой час вот у нашым папярэднім эфіры вы выказалі такое перакананне, якое шмат рэзонанс такі вялікі мела, про тое, что вы не бачыце будучыні у гэтым перамоўным працэсе і что ўвогуле, на ваш погляд, гэты адкладанне прыезду Коўла азначае, что перамоваў больш не будзе увогуле. Ну і адпаведна гэтыя словы, якія перадала Reuters, сталі нагодай звярнуцца да вас, каб ўсё ж таки сказаць, вот ваши прагнозы спраўдзіліся ці з улікам слоў Кучынскага не зусім спраўдзіліся, ну то бок ваше бачанне ўсёй гэтай ситуации. Ну, я по-моему, не говорил никогда, что их не будет никогда. Но я говорил о том, что сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне, и непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. Я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашений там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но, значит, шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло. А что касается меня, ну, я часто шучу на эту тему, я говорю, что я выгляжу как те самые часы сломанные, которые 2 раза в сутки показывают правильное время. Но если хотите, вот считайте, что, может быть, мне просто повезло. Но, серьезно говоря, с аналитической точки зрения, я думаю, что то, что сейчас происходит, это закономерно. Ну, ёсць яшчэ такое меркаванне, што у тым ліку не самае галоўнае, не адзінае, як мінімум, але факт, што вот гэтая затрымка адбылася, гэта што, маўляў, Лукашенко вельмі, ну, як это кажуць у народзе по-простому, подсадила на коня візіт Ціхановскай у Кіев. Як вы думаете, наколькі гэта ўсё ж таки, ну, палітычная жывёла такая добрая Лукашенко, наколькі вот гэтыя нюансы могуць паўплываць на тое, каб доўгачаканую big deal, про якую ён шмат казаў, взять і замарозіць?
Ну, наверное, здесь это тоже может быть рассматриваться как один из факторов. Но я думаю, что здесь это немножко сложно, потому что, да, можно представить себе, так сказать, такую логику, что Лукашенко хотел бы, чтобы Трамп надавил на Киев, и чтобы Киев тоже спустил это все дело на тормозах, но мы видим, что этого не происходит, и, значит, наоборот, украинский, так сказать, в Украине политический процесс идет совершенно в другом направлении. И я думаю, что еще одна вещь, хотя это уже совсем такая, так сказать, ну тоже контекстуальная, что, насколько мы понимаем, что Европейский Союз сейчас в процессе подготовки 21-го пакета санкций в адрес России будет в этом пакете пытаться синхронизировать санкции относительно России и относительно Беларуси. То есть и в этом смысле, если что-то даже было, если что-то американцы делали там в адрес Литвы и так далее, тоже никаких результатов не дало. И я думаю, что Лукашенко, наверное, может попытаться вновь занять неуступчивую позицию в ожидании того, что американская дипломатия будет работать более результативно. Ну, я так думаю, что, можа быть, ужо на амерыканскім фронте Лукашенко атрымаў, ну, амаль што ўсё, што хацеў, ну, можа быть, а ўпроч там нейкіх дробязяў плюс поездку у Каліфорнію, але у той же самы час, дакладней у Майами, але у той же самы час ён разлічваў, што вось гэты вашынгтонскі амерыканскі таран праб'е еўрапейскую сцену, что палепшацца, а пачнуць паляпшацца адносіны і з Еўросаюзам. Еўросаюз пойдзе ў фарватары ЗША, пачнуць дамаўляцца, перамаўляцца, здымаць санкцыі, удзельнічаць у гэтых перамовах і гандлі палітвязнямі, а гэта не адбылося. То бок вот наколькі ці ёсць куды рухацца у гэтаму перамоўнаму працэсу, калі Еўропа стаіць на сваіх пазіцыях? Ну, наверное, теоретически американцы и Минск могли бы поговорить о потенциальном, мне слово трудно подобрать, я не хочу сказать изменении поведения, ну, о занятии Минском менее, что ли, броского, менее, ну, если даже угодно, агрессивной позиции в том плане риторики, которая, так сказать, от него периодически звучит по поводу войны. Но это немножко все равно искусственно. Я думаю, что американцы понимают, что противоречить Путину Лукашенко в вопросах, связанных с войной с Украиной, не может. Я ведаю, ну, дакладней, я так перакананы, што вы усе гэтыя матэрыялы, усе спасылкі ў арыгінале пачыталі, як і Reuters, так і іншыя выказванні. І як вы думаеце, ўсё ж такі, ці сапраўды Ціхановскую, як кажа Кучынскі, не так зразумелі, не такія словы перадал Reuters. І у гэтай сувязі там званок Коула напярэдадні вось візіта Ціхановскай у Кіев со словамі, што мы будем там працягваць, і потым яго допіс у X про тое, што не губляйте надзеі, будем працягваць. Такое адчуванне, што это таксама вельмі падобнае, ну как бы не то, што на апраўданні, а на нейкае спробу патлумачыць, што, ну, выбачайце, але працэс зацягваецца. Сапраўды тое, пра што і как бы першапачаткова і была інфармацыя, што пастаўлена на паузу пэўную. Слово «извините» здесь ни к чему. Как бы, возможно, люди объясняют свою логику, но извиняться они тут точно не будут. То есть если они видят, что переговоры никуда не идут, ну, и мы уже много раз тоже об этом говорили, Трамп же — это политик, у которого абсолютно нет терпения. Чтобы вот то, что называется стратегическим терпением, у него точно нет. Ему все нужно сделать сразу и быстро, и сейчас. А если оно, так сказать, не двигается никуда, он теряет к этому интерес. Я в этом контексте, на самом деле, вспоминаю часто фразу Черчилля, вообще применительно к политике Трампа. У Черчилля была такая издевательская достаточно фраза,
сказанное во время Второй мировой войны, по-моему, он сказал, что американцы всегда найдут правильный способ решения проблемы после того, как они испробуют все остальное. И вот применительно к Трампу я первую часть этого высказывания, так сказать, очень сильно выношу за скобки. Они часто начинают с того, что пробуют все остальное, а потом, когда, казалось бы, в общем, решение начинает вырисовываться, они уже, так сказать, трамповская администрация просто теряет к этому интерес и так и не принимает это правильное решение. Я хотел бы звярнуцца до вашага свежага артыкула у The Moscow Times. Вы разам со сваім калегам Рыгорам Ніжнікавым там апублікавалі ваше бачанне вось гэтых працэсаў праз погляд на тую частку дэмсілаў беларускіх, якія імкнуцца схіліць і еўрапейскіх палітыкаў і ўвогуле увесці у мейнстрым беларускага грамадства думку, што с рэжымам трэба дамаўляцца, што новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюсь до гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стокгольмскім синдромом. Чаму? Ну, потому что я не могу я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 2008-2010 году, в 2015-2020 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Так. Да-да, все нормально. Я что-то не понимаю, у меня что-то... Я по телефону с вами встречаюсь сегодня. Ну ладно, будем так. У меня что-то здесь какой-то сильный очень глюк. Вы меня слышите и видите? Да, чуем и бачим, все добро. Хорошо, я уже сбился с мысли. Ну, про тых людей, якія шмат гадоў бачили про... Да, они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее, они возвращаются к ситуации, в которой, то есть еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться, послам, которые которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. Что если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. Значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все.
Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз к ним подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет. Ну калі узгадаць что кажуць на дадзены момант у тым ліку тыя людзі якіх вы узгадываеце в артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць что мы пакуль про такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ужо там наступным этапам будем говорить про магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы таких мэтаў пакуль і не таких глобальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей ці можна яе дасягнуць, тому что вот я зараз хотел бы до ваших слов звярнуцца, калі я не правильно зразумеў, вы сказали, калі раптам зараз Европа зменіць сваю позицию и пойдзе шукаць контактаў і пагадненняў с Лукашенком, то это наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, люди якія могли выйсці не выйдуць, а новые сядуць. Да, я именно так и считаю. Потому что когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни как бы ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями. Калі мы казаць ўсё ж таки про Европу і магчыма яе, ну вот вы сказали, что адзінства ўжо няма, але яна трымаецца і можна казаць, что там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая позиция адносна і России і Лукашэнкі. Але калі казаць про Францию, вось гэтыя контакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведки, вот гэта про што сведчыць? Я уже не кажу про звонок Макрона, там ну как бы таксама шмат цікавага. Люди пытаются проявить инициативу там, где им кажется, можно засветиться хоть в чем-то. Я опасаюсь всерьез, что, в частности, белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Беларусью не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило, а имея дело с вот неким интерфейсом в лице, значит, белорусской эмиграции, ну они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
Мгм. Ну у сваім артыкуле вы ўсё ж таки пішаце про тое что Европа нарэшце зрабіла высновы і зразумела Лукашенко логіку яго дзеянняў і тое что давяраць яму нельга. Ну, так, с аднаго боку зразумела, з другого боку все яшчэ знаходзяцца палітыкі якія хочуць паспрабаваць. Да это даже, наверное, не политики, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Эм, Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, ну, как бы вот им кажется, что, ну, можно, ну, вот начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если, если, значит, не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву, на всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской. Не получилось у них там, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что, слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще такую позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов. Ну ёсць ужо пэўныя і эксперты. Вось у нас перад вами была размова тут у студыі з Паўлам Усавым, які, ну, ледзь не сказаў фактычна, што такой пазіцыяй, такімі заклікамі да прытрымлівання курса на жорсткую пазіцыю адносна Лукашэнкі Тихановская здраджвае нацыянальным інтарэсам Беларусі. І такая пазіцыя ўжо ёсць. Маўляў, трэба думаць пра простых беларусаў, як знайсці магчымасці, каб ім больш візаў выдаваліся, каб ізноўку вярнуліся цягнікі Мінск-Варшава, Мінск-Вільня, каб ўсё ж таки людзі ехалі ў Еўропу, простыя людзі, а не ў Расію і не Кітай. Гэта будзе вот как бы беларускі нацыянальны інтарэс. А зараз заклікамі да санкцыйных новых санкцыйных ціскаў, да таго, каб прыраўніваць Беларусь і Расію у санкцыйных пакетах, гэта шкодзіць інтарэсам. Шкодзіць, на ваш погляд? Это создает большие неудобства для людей. Это я понимаю. Но насколько это вредит национальным интересам Беларуси, на мой взгляд, нет. Потому что национальные интересы, они же, в общем, всегда формулируются элитами, руководством, если угодно, все-таки какой-то частью, элитами, это правильно, какой-то частью населения, как они понимаются. Вот я думаю, что в Беларуси существует консенсус, на самом деле, под лозунгом «нет войне». Вот национальный интерес Беларуси, безусловно, нет войне. И на этом сходится, в общем, большинство населения. Да и даже Лукашенко, если бы он был бы самостоятельным политиком, он, я думаю, был бы в этом же лагере. Просто он не самостоятельный политик. Вот. Но говорить о том, что можно просто перевернуть страницу и не видеть того, что делает режим, если хотите не видеть коллективной ответственности, ну, я с этим согласиться не могу. Я яшчэ раз вярнуся да вашага артыкула, тому что там таксама вельмі такі, ну, в прынцыпе, не тое, што новая думка, але вы ізноўку яе агучылі, звярнулі на гэта ўвагу. Вы пішаце пра тое, што нармалізацыя адносінаў паміж Мінскам і Еўрасаюзам не дасць Беларусі ні кроплі суверэнітэту. То бок суверэнітэту няма
гэта ўжо дакладнае ваше вызначэнне. Другое, что нават вот это збліжэнне уже і не дапаможа хаця б там па кропелькі яго пачаць вяртаць. Я вот это вот насчет по капельке, я тоже с этим, как бы, мне очень сложно представить себе, как будет идти вот процесс возвращения политической, внешнеполитической самостоятельности, внешнеэкономической самостоятельности, в конце концов. Я не понимаю, как там какими-то форумами, значит, рукопожатиями, вот всем тем, что делалось в 2015-2020 году, например. Я не понимаю, как таким образом можно вернуть реальный суверенитет. Вот для меня важно то, что 5 лет пытались, так сказать, тоже аргументировать, что по капельке, потихонечку процесс пошел. Сначала, вот я еще раз говорю, хлопнул, один раз, так сказать, хлопнули дверью в 2020 году, когда произошло то, что произошло. И европейцы очень долго, до середины, еще год примерно, почти год, там, до мая, до случая с самолетом, как бы очень не хотели признавать, что предыдущая страница, которая была страницей перезагрузки, вот она была перевернута. Лукашенко со своей стороны перевернул ее в августе 2020-го, а европейцы тянули со своей стороны там до мая 21-го. Но потом она все равно оказалась перевернута. И, соответственно, в 2022 году тоже мы что, можем исходить из того, что с 15 по 20 год укрепился суверенитет Беларуси? Нет, он не укрепился. Поэтому в 2022 году Путин спокойно, так сказать, я думаю, что был полностью уверен в том, что Лукашенко не скажет ни слова против того, что территория Беларуси будет использоваться для нападения на Украину. Вот 5 лет шел процесс, я еще раз говорю, который аргументировался тем, что якобы вот сейчас будет происходить укрепление внешнеполитического суверенитета Беларуси. Но этого не произошло. История показала, что этого абсолютно не произошло. Вот эти разговоры и рукопожатия никакого возврата реального суверенитета не дают. Ну да, калі казаць ўсё ж таки про тое, что адбываецца у Беларусі, зараз вось Міністэрства обороны Беларусі заявіла про правядзенне ў Мінску чарговага антыфашысцкага кангрэса. З'едуцца вайскоўцы краінаў СНД, магчыма там з М'янмы якой-небудзь яшчэ там пад'едуць сябры з Китая, будуць антыфашысцкія распавядаць гісторыі. З другого боку, розныя вучэнні такія праводзяцца, мабілізацыйныя, як это называюцца. Гэта пра што сведчыць? Грамадства да нечага падрыхтоўваюць, ўсё ж таки ідзе ўнутраная мобилизация, ці вот что это за процессы? Частично это процессы поиска новых тем, новых нарративов, которые позволили бы отвлечь внимание от реальных проблем, которые существуют, и, наверное, получить каких-то новых сторонников. Но, в общем, как все, что делает такого рода бюрократия, знаете, это вот очень напоминает какие-то позднесоветские, не знаю, там, конференции, форумы, когда вроде коммунизм уже не строили, но научный коммунизм еще сдавали. То есть когда говорили, что к 80-му году обещали коммунизм, получили Олимпиаду, но не к 80-му, до самого конца Советского Союза в советских вузах преподавался научный коммунизм. Значит, вот, ну, сейчас можно созывать форумы по борьбе с фашизмом. А кого они считают современными фашистами? Вот они при подготовке к этому, кого они имеют в виду? Они Зеленского имеют в виду или кого? То есть как бы мне даже трудно понять. Ну, они же не будут там это самое говорить о том, что, не знаю, они же не исторические доклады будут выслушивать. Они кого-то конкретного называют, имеют в виду когда они говорят о фашизме. Но у них хватит смелости назвать этого, так сказать, эту страну, этого государственного деятеля современного. Скорее всего, нет. Поэтому, значит, это все и не будет иметь никакого резонанса и никакого эффекта, потому что, ну поговорили, кто-то поставил галочку, кто-то отчитался.
Я вернуся да вось тэмы ну магчымай змены пазіцыі Европы. Мы зараз назіраем за працэсам, калі паступова пэўныя спартовыя федэрацыі адмяняюць бан для спартоўцаў беларускіх, а некаторыя і расійскіх у тым ліку. То бок ўсё ж такі працэс паступова павольна, але зрушваецца з месца, ці ўсё ж таки глядзець на экспрапаліраваць тое, што якія рашэнні прымаюцца на накірунках спартовых, ну не варта на ўсе астатнія сферы жыцця, палітычную найперш. Да, такого прямого влияния не будет. Я вам очень простой пример, понимаете, вот российские футболисты были отлучены от мирового футбола, а европейского, белорусские не были. Ну что тут изменилось? Какое влияние, значит, это оказало на политический процесс? Да никакого. Российские футболисты провели безумное количество матчей с национальными сборными стран, которые не очень футбольными являются по большому счету. Или большинство из них выиграли. То есть у нас это самое такого количества российских футбольных побед там подряд за 3 года никогда не было, по-моему, в истории российского и даже советского футбола. Ну и что? Это все очень, очень нишевые вещи. Целый ряд, значит, крупных, представительных, я бы сказал, действующих лиц в системе мирового спорта вообще в это не были вовлечены. Посмотрите на НХЛ, которая никоим образом ни российских, ни белорусских хоккеистов от хоккея не отодвигал. Ну, как бы... То есть, да, делается шаг в сторону от той, так сказать, формально заявленной позиции, что и спортивные санкции нужны, и, если хотите, культурные санкции нужны. Но это все такие мелочи по сравнению с войной, я вам могу сказать, и что просто об этом даже говорить не стоит. Ну да, с войной это, конечно, цяжка параўнаць. Калі зразумець логіку дзеяння сілавікоў рэжыма, калі яны пераследуюць там вучняў ці сваякоў вучняў, хотя тут, конечно, цяжка таксама в пэўным сэнсе, ну але логіку можна зразумець, таго ж самага прызнанага экстрэмісцкім фармаваннем еўрапейскага гуманітарнага інстытута, па-ранейшаму там людзей спрабуюць там па справе гаюна асудзіць там за лайкі і ўсё астатняе. Але вот я читаю про тое, что Министерство информации вот сёння пополнило чарговы раз свой спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, і ў яго унеслі аккаунты ў Facebook узгаданага нами сёння Валерыя Кавалеўскага. Вот чалавек топіць за тое, што трэба з рэжымам ісці насустрач, дамаўляцца і здымаць санкцыі і гэтак далей, а допісы у Фейсбуку, якія вот на гэтую тэму ён размяшчае, вот зараз пачытаць, это как бы падтрымка экстрэмізма атрымліваецца. Вот як это працуе? Это вот одна рука не ведае, што робіць іншая, ці тут уже не важна каго караць? Нет, им важно кого карать. Они как раз карать надо для них, ну, всех, кто ведет себя не так, как они бы хотели. Понятно, что Ковалевский, у него достаточно, так сказать, с точки зрения режима достаточно грехов. Поэтому, конечно, значит, нужно и его таким образом публично, так сказать, наказывать, если хотите. Но да, значит, Райкин приходит на ум. Кто сшил костюм, понимаете? К пуговицам претензии есть, к пуговицам претензий нет. Вот люди, которые отвечают за то, чтобы формировать списки, значит, экстремистских материалов, у них работа такая, находить экстремистские материалы и формировать из них списки. А что там их начальники на 2-3, так сказать, эшелона повыше будут думать, что они там, может быть, будут в это время исходить из того, что надо бы, так сказать, немножко вожжи ослабить, надо, может быть, поговорить, так сказать, в конструктивном тоне. Когда они получат приказ перестать формировать списки экстремистских материалов, они перестанут. Пока этого приказа нет,
пока все, так сказать, вилами по воде писано, они будут делать свою работу, потому что тут как бы все говорят, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. И как бы и все. Режимы типа Минского и Московского по-другому не умеют. То есть как бы, ну просто если Россия еще и страна очень большая, и то там, так сказать, счет иностранных агентов идет на тысячи, но все равно там страна большая, есть шанс, что кто-то, так сказать, кого-то не заметит, то Беларусь страна небольшая, и поэтому и небольшая, и, ну, так сказать, двигавшаяся и все еще движущаяся семимильными шагами в сторону тоталитаризма. А тоталитаризм в этом его смысл, что исключений не бывает. Ну и на завершение такое агульное, может быть, пытанне про я уже дакладна не памятаю, мы, здаецца, з вами закраналі гэтае пытанне про тое, что шэраг еўрапейскіх краін, Францыя, Германія і Великабрытанія намацваюць там как бы магчымасці і варыянты паспрабаваць скантактавацца з Москвой і распачаць перамовы по вот миру ва Ўкраіне. Ці мае гэта ініцыятыва шанс на поспех, на ваш погляд? Сейчас мы видим, что на самом деле вся дискуссия начала ходить по кругу. То говорят, давайте назначим переговорщика, и пусть он ездит в Москву и выясняет. То наоборот говорит, нет, давайте не так, давайте пусть Европейская комиссия, давайте пусть крупные страны, давайте пусть малые страны. То есть мне кажется, что вот по состоянию на сегодняшний момент шансов на то, что эти переговоры будут запущены, их на самом деле меньше, чем 3-4 месяца тому назад. Потому что как-то вот стало всем очевидно, что не получается выработать единую концепцию. Значит, если такая концепция будет выработана, когда европейцы поймут, какую цель они перед собой ставят в этих переговорах, и им не станет страшно от этого, да, потому что целью этих переговоров не может быть съездить в Москву, или не может быть, ну не знаю, открыть финско-российскую границу, или заново запустить самолеты, перелеты прямые из России в европейские страны. Это же все-таки эти переговоры должны решить две задачи. Первое — заключить такой мир относительно между Россией и Украиной, который гарантирует долгосрочное будущее украинской государственности в тех рубежах, в тех границах, которые могли бы быть, так сказать, обговорены. Но уже в этих границах Украина должна получить суперсерьезные гарантии безопасности. Никакой готовности предоставлять эти гарантии сейчас у Запада нет. То есть это первая задача. А вторая задача как бы связана с тем, чтобы, ну, если хотите, высоким штилем выражаясь, обеспечить мирное небо для самой Европы. А здесь у нас мы видим, что у нас процесс сегодня все больше, так сказать, обсуждение задачи обеспечения мирного неба над головой европейцев сдвигается в ту сторону, что для этого европейцам нужны армии. А вы вы можете иметь, так сказать, цель и армии, и хорошие отношения с Россией. Ничего теоретически противоречащего друг другу тут не будет. Но на сегодняшний момент, мне кажется, все больше европейцы видят, так сказать, будущее в том, что надежные собственные вооруженные силы, собственные приемы сдерживания являются более надежной гарантией мирного неба над головой европейцев, чем переговоры с Россией. Поэтому я думаю, что какие-то контакты, наверное, попытки проводить эти вещи будут усиливаться, но вот какое движение на пути к стратегическому согласию, каким образом эти переговоры могут способствовать решению вот этих двух главных задач, опять-таки, пока в деталях я это не вижу. Дякую вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю,
что з нами на сувязі быў дырэктар праграм России ўсходняй Европы і Евразіі фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадь Мошас. Дзякуй вялікі, гаспадар Аркадь. Скіроўваю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, якім бачыцца, адбываюцца у апозіцыйных дэмсілах. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.